Министерство туризма, предпринимательства и инновационной политики Северной Осетии проводит конкурс на получение поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году процедура получения грантов для участников максимально упрощена. Для обеспечения прозрачности результатов созданы все условия. Комиссия, принимающая решения, расширилась до 30 человек. В ее состав наряду со специалистами вошли представители общественных организаций, бизнеса и СМИ. Помимо этого, за защитой проектов можно наблюдать посредством онлайн-трансляции. По итогам презентации независимые эксперты выставляют баллы по 5 критериям. Результаты станут известны сразу после окончания отборочного этапа. Самые актуальные проекты получат субсидии. Размер выплат составляет 300 тысяч рублей для коммерческих и до 1 миллиона рублей для социальных проектов. На получение грантов было принято более 400 заявок. Большая часть из них может рассчитывать на получение государственной поддержки. Рассмотрение заявок будет длиться еще 2 недели. По сравнению с ранее проводимыми комиссиями в прошлом году, в позапрошлом и так далее, сейчас гораздо более открытый и прозрачный процесс. Сведены к минимуму возможные какие-то возможность влияния или оказания какого-то воздействия на членов комиссии, да, и на принятие решения, поскольку все представители организаций, которые входят в состав комиссии, они, скажем так, независимые, да, то есть чиновников практически нет. Это представители средств массовой информации, это представители бизнеса, представители общественных организаций. Ты не поверишь, где я нахожусь, короче, я сейчас на блошином рынке. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Здравствуйте, а вот вы сами сделали эту машину или кто-то это где-то делает? İrondan barış. İronda bahatırka. Muhammed kamışarta açılmış kota. Exhibit neş kota. Амортизатор, тета, рама, карбон, аздер, багажниктер. Махсайта Сашкана. Почем такое удовольствие? Это склад балашиного рынка. Здесь можно найти ничего абсолютно стоящего. Водонепроницаемый противоударный. А ну-ка. А можно проверить? Нет? Ну что, будешь бить его сейчас? Ну проверить, противоударный или Не надо нет. мне проверять. Ага. Возьми, купи и проверяй. Понятное дело. То есть здесь мы сталкиваемся с обманом, по-моему. Let's go. Он пахнет кровью татаро-монгольского ига. Почем нынче такое тепленькое оружие? 1000 рублей? Нарты читай, нарты батраж, марга кота асыпыл мараной. Дайте-ка попробуем куда-нибудь метнуть его. Вот этот хороший, это вот смотрите, попка маленькая, где вот этот вот возьмите. Я только тронул арбуз, и его сразу купили. Вот какая баркачин рука у меня, вы заметили, а? И вот так вот поделать. Я бы даже и не посмотрел. Эй, мазабаху штырбужника. Телевидение, извините, нам просто нужно снять интересный сюжет, и ничего интереснее, чем монеты, придумать в жизни нельзя. Знаете, вот эти разговоры, это интереснее можно придумать. Я вам адрес могу сказать, где намного интереснее можно. Это где? Тельмана 45. Тельман. А, большой вот этот рынок где? Сауна. А он знаток интересных мест. Давайте пообщаемся, можно взять у вас интервью, правда, для телевидения? Ваше удостоверение телевизионщика. Гость телерадиокомпания «Космический International Company». А, это книга из кожи дракона. Яблонный цвет тут здесь. Роман Миртов. 18 век, индийский. Индира Ганди, снычки. Вы что, не знали, что Индира Ганди умерла давно? Дон Корлеоне, здравствуйте. Что ты здесь делаешь, братья? Мне кажется, ты пришел сюда за какой-то антикварной вещью. Прикольнись этого типа, не работающая рука погоняла. Гарантия есть на нем? Не, ну вот я работаю, все. А ну дай-ка посмотрим. А почем
стоял. А он свежий? Или это антиквар? Ну-ка срок годности посмотрю. Свежий выпуск газеты «Жизнь», ноябрь 84-го. Здесь еще Валера Леонтьев после школы только поступил. Пойдем дальше. Не надо фотографировать. Он не будет фотографировать. Нихуя себе. Это вот вкатывать что-то? Да, выпил, потом раз, и сигарету достал и закурил. Ничего, а сколько стоит? 18. Нихуя себе. А он серебряный? Нет. А почему такой дорогой? Вот серебряный есть, 8 тысяч стоит. Вот это портсигар, да? Это тоже немецкий? Это венгерский. Ого, здесь еще с росписями. Это дата 60-летия чего-то было, эти люди собрались и подарили кому-то. Ничего себе, венгерскому королю, наверное. Let's get a fuck out of here. Living a fast life with fast cars. Everywhere we go, people know who we are. A team from out of Queens with the American dream. So we're plotting up a scheme to get the 7-figure cream. Анзор, что быстрее произойдет? Наш конечный приход к пещере или мой конечный уход из жизни? Кстати, кто-нибудь когда-нибудь ел свежих летучих мышей на вертеле? Анзор говорит, очень вкусное блюдо. В Grand Travel Алане, не щадя ни ног, ни сердца, все лишь бы вы посмотрели, получили удовольствие. Честно, я поделюсь с вами вот откровенно. Кроме бреда сейчас в голову ничего не идет. Знаете почему? Потому что я уже идти. В натуре, что греха. Еще минут 5, короче, осталось. По моим подсчетам мы еще где-то час должны идти. Честно. Давай вот сейчас честно, не будем обманывать друг друга. 10 минут. У тебя, в смысле, 10 минут, они из чего? Из латекса сделаны? Блин, я тебе говорю Резиновый-то? 10 минут. Вот 10 минут засеки. Все, И потом через 10 минут меня спроси, сколько осталось, я тебе скажу опять. С днем рождения, с прошедшим, Таймураз Замбекович. Погнали. It's too difficult, you know. Ох, ох. Что же я маленьким не сдох, а? Смотри, Алихан, я же тебе обещал, что вот подъем закончится. I can't believe. Ну чё, остались последние шаги, как я понял, да, Анзор? Вот в натуре 5 минут уже. Он мне уже где-то час говорит, вот 10 минут, вот 5 минут. Если честно, я сейчас чувствую себя полиумилитым. Мне отказывают ноги, вот эти вот, в смысле, последние еще остались. Анзор, мы только познакомились, а ты уже, о тебе складывается впечатление, что ты лжец. Ну не могу я шутить, я устал. Маячни этой птички, скажи, что там, как ты, где, нам далеко еще идти, спроси у них. Да не матерись, просто спроси. Да ты фальшивишь уже. Фу. Это реально тяжело. Все вот эти нарты, скифы, сарматы, остины мощные. Это все понятно. Но это реально оказалось намного тяжелее, чем мы предполагали. Такое ощущение, что наш проводник Анзорик, он приехал откуда-то с Колумбии. Откуда у него столько энергии, я понять не могу. Вот что значит тренировки и опыт. А мы, городские жители, ну я-то сам зорикавский парень. Но все равно в таких местах я не был. Анзо!
Он поднялся еще метров на 500, и мы пойдем за ним. Если честно, нам пора выдать премию за самые отважные и самые не щадящие ни себя, никого в этом мире. Анзор, куда идти? Честно говоря, Анзор, я бы не сказал, что он не умный, но он что-то прет в гору и в гору. Какая-то неувязочка со старыми присказками да пословицами. Ладно, мы тоже пойдем за ним. А то потом будет разгонять, что GTA беспонтовый, слабый. Лучше бы разгонял, если честно. Здесь явно уже кто-то буксовал, вы знаете. Я вам советую обратиться в соседнюю республику Джорджию и по дешевке купить резину там. Мы пришли, и вот он вход пещеры. Один вопрос, кто принес сюда этот ящик? Who is here? Смотрите и кайфуйте, все ради вас. Ну, конечно, не бесплатно. Если кто-нибудь захочет сюда потом попасть. Оператор не ест. Еще раз назовешь его оператором, у тебя будут большие проблемы. Хорошо. Я вас рад приветствовать у нас в пещере. Мы находимся в прихожей, гардеробная, там и вещи складываем. Так, пойдемте, кухню нравится, нижний бар. А мы, короче, барный стойка, мы виски, тета. В общем, здесь у нас порядочный алкоголь. Вот, да, что думаю, недалеко от бара сделаю себе джакузи, короче. Чистейшая вода, вот. До того, пока туда кто-то залезет, ее даже можно пить. Перед этим давайте уточним информацию у экспедитора. Анзорик! А Перес, эту воду пить можно? Анзор, братья. Какая чистая водица-то, исконно нашининская, да артерия пещеры Осетинской, да льется неистовая. И создает здесь очень скользкие условия. Вы знаете, уже происходит что-то необычное. Походу мы потревожили духа Бната. Христова этих мест. Что-то происходит. Я чуть не сломал себе ногу. У нас упала батарейка. Повсюду какие-то... У тебя вообще нет. I am a bad man. Human rights declaration throughout the universe. Say no. Speed the truth and speed ever cause it what it was. Oh, he who had the wrong it does around things then. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh yeah, God is present. Ребят, здесь правда, это круто, ребят. Я просто турист приехал, вот. Ничего себе у вас в Осетии, какие пещеры. У нас в Москве таких нет. Нужно защитить права резко на эту пещеру. И на ней можно зарабатывать. Вот это я понимаю, пещера. Всем пещерам пещера. Lions run for cover. The truth is taking over right I am a contest. I am a frontist. I was blessed by all split, banana split. I am the madman who come to cool the bad ones. Yeah, yeah.
До этого я шел и просто по лесу подниматься устал. Зашел, сперва был удивлен красотой и невероятностью этой пещеры. А теперь я устал подниматься, чтобы дойти до конца. Я обратил свое внимание на то, что здесь очень много летучих мышей. Честно говоря, ненавижу вот эти вот создания. Оно не от боженьки, мне кажется, все-таки. Даже если она от боженьки, то, видимо, ну, чтобы жизнь совсем раем не казалась, Бог создал летучую мышку. Анзор, Аперес, а ты это самое здесь говорил, где-то шашлычный работать в этой пещере? Это как, дяд сам великий был шашлык? В прошлой жизни, по-моему, мы здесь были. Нет, тебе так не кажется? Я вот на пару отсюда хожу в сельхоз. Да здесь вообще нормально может, это ты чё? А ты не знаешь, она не государственно где-то зафиксирована, Природный памятник. является, да, все-таки? Да. Тут знаешь, что Тут мулька ходила такая, что это в этой пещере жили вообще люди. Она же называется Нурджин-Лагар. Как? Нурджин-Лагар. Нурджин? Ну, то есть пещера с рисунками. Разрисованная пещера. Да, и Нурджин. тут начали говорить, то, что здесь люди жили и так далее. Но у нас рисунками называется не из-за этого, а из-за того, что вот вода капает, и она как бы вот образует отвори. А вот это что за это факты, что наблюдали, да? Не знаю, что это. Может быть. А у меня попробуем. Итак, методом произвольного тыка мы зашли уже в Кадык горе. Настолько глубоко мы зашли в пещеру. Еще раз так меня ослепишь, я упаду в это озеро. Такое легкое Поведение. преграда небольшая, прыжок, джамп такой. Мы уже идем сколько минут добреньких, и она все углубляется, не заканчивается. Инвесторов заинтересованных мы просим обращаться. Если вас кто-то ищет, кто-то разыскивает, я не знаю, или там какие-то у вас проблемы с законом, в таком месте можно скрыться от всего. Прикольнусь этого типа, не работающая рука погоняла. Джеки Чана в детстве смотреть надо. Говорят, осетинская водка льется именно с таких мест, прямо на стол россиян. Я обращаюсь к нашей молодежи. Зачем вот сидеть, время свое коротать на пятачке, семечки грызть и обсуждать кого-то? Приезжайте, обращайте внимание на наши красоты, детям потом будете показывать. Это никто не забывает, люди, которые наши старшие об этом знали. Хорошо, такие как Анзор, знают о таких местах. Я, например, не знал, и я, если честно, шокирован. Привозите девчонок своих. Чем в модных фэшн-кафешках сидеть. Приезжайте со своей девушкой. Покажите, она будет. Сделайте здесь, в такой пещере, романтический вечер своей супруги избранной. Давай воды попить, это держи. Я сюда из-за чего пришел вообще? Заманили меня водой, да пойдем, Анзор, воду попьешь. Я что-то из-за этого вам показал. This is to the memory of Dan Roy Henry. Too much enemy fire to catch a friend. Strays from the same shade, nigga, we on the same team. Giving you respect, I expect the same thing. All black everything, nigga, you know my fresh coat. Mouth fighting for you, don't increase my stress though. Niggas watching the throne, very happy to be you. Power to the people. When you see me. Во Владикавказе открылась первая молодежная бизнес-школа. Ее создатели – Центр делового развития и некоммерческая организация социальной стратегии. В проекте уже участвует порядка 50 человек. В основном это студенты республиканских вузов. Критерий отбора всего один – желание к саморазвитию. Педагоги научат активистов из простой идеи сделать бизнес-план, покажут, как правильно оформить и реализовать проект. Занятия будут проходить в IT-парке «Алания».
Курс продлится 2 месяца. По его окончании ребята получат сертификаты, которые в дальнейшем станут дополнением к их резюме. Основные занятия проводят специалисты нашего Центра делового развития и автономной некоммерческой организации социальной стратегии. Это сертифицированные бизнес-тренеры, это тренеры международного уровня. Кроме того, мы будем на наши занятия приглашать ведущих предпринимателей нашей республики. Будут приглашены люди, которые занимаются управлением предпринимательской деятельностью. Мы будем приглашать представителей госорганов, которые занимаются и поддержкой предпринимательства. Так что у нас такая достаточно обширная программа предусмотрена для наших слушателей. Министерство туризма, предпринимательства и инновационной политики Северной Осетии проводит конкурс на получение поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году процедура получения грантов для участников максимально упрощена. Для обеспечения прозрачности результатов созданы все условия. Комиссия, принимающая решения, расширилась до 30 человек. В ее состав наряду со специалистами вошли представители общественных организаций, бизнеса и СМИ. Помимо этого, за защитой проектов можно наблюдать посредством онлайн-трансляции. По итогам презентации независимые эксперты выставляют баллы по 5 критериям. Результаты станут известны сразу после окончания отборочного этапа. Самые актуальные проекты получат субсидии. Размер выплат составляет 300 тысяч рублей для коммерческих и до 1 000 000 рублей для социальных проектов. На получение грантов было принято более 400 заявок. Большая часть из них может рассчитывать на получение государственной поддержки. Рассмотрение заявок будет длиться еще 2 недели. По сравнению с ранее проводимыми комиссиями в прошлом году, в позапрошлом и так далее, сейчас гораздо более открытый и прозрачный процесс. Сведены к минимуму возможные какие-то возможность влияния или оказания какого-то воздействия на членов комиссии, да, и на принятие решения, поскольку все представители организаций, которые входят в состав комиссии, они, скажем так, независимые, да, то есть чиновников практически нет. Это представители средств массовой информации, это представители бизнеса, представители общественных организаций. Ты не поверишь, где я нахожусь, короче, я сейчас на блошином рынке. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Здравствуйте, а вот вы сами сделали эту машину или кто-то это где-то делает? Иронан барж, иронда бахатырка. Махамед камышарта очильнешкота. Экзибит нешкота. Амортизатор, тета, рама, карбон, аздар, багажниктер. Махсайта Сашкана. Почем такое удовольствие? Карачольский Балахатту. Это склад блошиного рынка. Здесь можно найти ничего абсолютно стоящего. Водонепроницаемый противоударный? А ну-ка. А можно проверить? Нет? Ну что, будешь бить его сейчас? Ну проверить, противоударный или Надо нет. мне проверять. Ага. Возьми, купи и проверяй. Понятное дело. То есть здесь мы сталкиваемся с обманом, по-моему. Let's go. Он пахнет кровью татаро-монгольского ига. Почем нынче такое тепленькое оружие? 1000 рублей? Нарты читай, нарты батраж. Марга кота асыпал мараной. Дайте-ка попробуем куда-нибудь метнуть его.
Вот этот хороший, это вот смотрите, попка маленькая, где вот этот вот возьмите. Я только тронул арбуз, и его сразу купили. Вот какая баркачин рука у меня, вы заметили, а? И вот так вот поделать. Я бы даже и не посмотрел. Эй, мазабаху штырбужника. Телевидение, извините, нам просто нужно снять интересный сюжет, и ничего интереснее, чем монеты, придумать в жизни нельзя. Знаете, вот эти разговоры, это интереснее можно придумать. Я вам адрес могу сказать, где намного интереснее можно. Это где? Тельмана 45. Тельман. А, большой вот этот рынок где? Сауна. А он знаток интересных мест. Давайте пообщаемся, можно взять у вас интервью, правда, для телевидения? Ваше удостоверение телевизионщика. Гость телерадиокомпания «Космический International Company». А, это книга из кожи дракона. Яблонный цвет тут здесь. Роман Миртов. 18 век, индийский. Индира Ганди, снычки. Вы что, не знали, что Индира Ганди умерла давно? Дон Корлеоне, здравствуйте. Что ты здесь делаешь, братья? Я вот решил отдохнуть на районе. Мне кажется, ты хоть пришел сюда за какой-то антикварной вещью. Прикольнись этого типа, не работающая рука погоняла. Гарантия есть на нем? Не, ну вот я работаю, все. А ну дай-ка посмотрим. А почем Дарья? Он свежий? Или это антиквар? Ну-ка срок годности посмотрим. Свежий выпуск газеты «Жизнь», ноябрь 84-го. Здесь еще Валера Леонтьев после школы только поступил. Пойдем дальше. Не надо фотографировать. Он не будет фотографировать. Нихуя себе. Это вот вкатывать что-то? Да, выпил, потом раз, и сигарету достал и закурил. Ничего, а сколько стоит? 18. Нихуя себе. Он серебряный? Нет. А почему такой дорогой? Вот серебряный есть, 8 тысяч стоит. Вот это портсигар, да? Это тоже немецкий? Это венгерский. Ого, здесь еще с росписями. Это дата 60-летия чего-то было, эти люди собрались и подарили кому-то. Ничего себе, венгерскому королю, наверное. Let's get a fuck out of here. Living a fast life with fast cars. Everywhere we go, people know who we are. A team from out of Queens with the American dream. So we're plotting up a scheme to get the 7-figure cream. Анзор, что быстрее произойдет? Наш конечный приход в пещере или мой конечный уход из жизни? Кстати, кто-нибудь когда-нибудь ел свежих летучих мышей на вертеле? Анзор говорит, очень вкусное блюдо. В Grand Travel Алане, не щадя ни ног, ни сердца, все лишь бы вы посмотрели, получили удовольствие. Честно, я поделюсь с вами вот откровенно. Кроме бреда сейчас в голову ничего не идет. Знаете почему? Потому что я уже идти. В натуре, что греха. Еще минут 5, короче, осталось. По моим подсчетам мы еще где-то час должны идти. Честно. Давай вот сейчас честно, не будем обманывать друг друга. 10 минут. У тебя, в смысле, 10 минут, они из чего? Из латекса сделаны? Блин, я тебе говорю Резиновый, 10 минут. Вот 10 минут засеки. Все, И потом через 10 минут меня спроси, сколько осталось, я тебе скажу опять. С днем рождения, с прошедшим, Таймураз Замбекович. Погнали. It's too difficult, you know. Ох, ох. Что же я маленьким не сдох, а? Смотри, Алихан, я же тебе обещал, что подъем закончится. I can't believe! Ну чё, остались последние шаги, как я понял, да, Анзор? Вот в натуре 5 минут уже. У меня уже где-то час, говорит, вот 10 минут, вот 5 минут.
Если честно, я сейчас чувствую себя полиумилитным. Мне отказывают ноги, вот эти вот, в смысле, последние еще остались. Анзор, мы только познакомились, а ты уже, о тебе складывается впечатление, что ты лжец. Ну не могу я шутить, я устал. Маячни этой птички, скажи, что там, как ты, где, нам далеко еще идти, спроси у них. Да не матерись, просто спроси. Да ты фальшивишь уже. Фу. Это реально тяжело. Все вот эти нарты, скифы, сарматы, остины мощные. Это все понятно. Ну это реально.
Во Владикавказе открылась первая молодежная бизнес-школа. Ее создатели – Центр делового развития и некоммерческая организация социальной стратегии. В проекте уже участвует порядка 50 человек. В основном это студенты республиканских вузов. Критерий отбора всего один – желание к саморазвитию. Педагоги научат активистов из простой идеи сделать бизнес-план, покажут, как правильно оформить и реализовать проект. Занятия будут проходить в IT-парке «Алания». Курс продлится 2 месяца. По его окончании ребята получат сертификаты, которые в дальнейшем станут дополнением к их резюме. Основные занятия проводят специалисты нашего Центра делового развития и автономной некоммерческой организации социальной стратегии. Это сертифицированные бизнес-тренеры, это тренеры международного уровня. Кроме того, мы будем на наши занятия приглашать ведущих предпринимателей нашей республики. Будут приглашены люди, которые занимаются управлением предпринимательской деятельностью. Мы будем приглашать представителей госорганов, которые занимаются и поддержкой предпринимательства. Так что у нас такая достаточно обширная программа предусмотрена для наших слушателей. Министерство туризма, предпринимательства и инновационной политики Северной Осетии проводит конкурс на получение поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году процедура получения грантов для участников максимально упрощена. Для обеспечения прозрачности результатов созданы все условия. Комиссия, принимающая решения, расширилась до 30 человек. В ее состав наряду со специалистами вошли представители общественных организаций, бизнеса и СМИ. Помимо этого, за защитой проектов можно наблюдать посредством онлайн-трансляции. По итогам презентации независимые эксперты выставляют баллы по 5 критериям. Результаты станут известны сразу после окончания отборочного этапа. Самые актуальные проекты получат субсидии. Размер выплат составляет 300 тысяч рублей для коммерческих и до 1 миллиона рублей для социальных проектов. На получение грантов было принято более 400 заявок. Большая часть из них может рассчитывать на получение государственной поддержки. Рассмотрение заявок будет длиться еще 2 недели. По сравнению с ранее проводимыми комиссиями в прошлом году, в позапрошлом и так далее, сейчас гораздо более открытый и прозрачный процесс. Сведены к минимуму возможные какие-то возможность влияния или оказания какого-то воздействия на членов комиссии, да, и на принятие решения, поскольку все представители организаций, которые входят в состав комиссии, они, скажем так, независимые, да, то есть чиновников практически нет. Это представители средств массовой информации, это представители бизнеса, представители общественных организаций.
открой, пожалуйста, данные. Вот, как и в прошлый раз, вот, в первой строке вы видите всех членов комиссии. В первом столбце и во втором столбце перечень всех заявителей. Посмотрели, сколько у нас получилось заявителей. Вот, это, соответственно, те баллы, которые вы выставляли. Всего получилось ровно 300 заявителей, это те, которые были допущены до конкурса. Вот, теперь следующая страничка. Так, это уже итоговый рейтинговый лист. Соответственно, те же самые заявители, 300 человек, отсортированные по количеству набранных баллов. Ну, вернее, нет, это еще без количества, это просто подсчитанные. Да? То есть в том же формате, в той же последовательности. Теперь да, отсортированные. Да, вот. Здесь они уже отсортированы по количеству набранных баллов. Проставлены те суммы, которые у них были либо по заключениям, да, то есть если какие-то расходы не были зачислены, либо если кто-то из заявителей требовал сумму, запрашивал сумму меньшую, чем 300 тысяч. Все листать. Вот. Те организации, которые выделены синим цветом, это те на которых мы получили ответ из налоговой о том, что у них имеется задолженность. Вот. Желтым выделены те, на которых запросы эти были направлены, но на которые мы ответы не получили. Соответственно, если мы на них получим ответы, то по ним решение изменится. Поэтому вот эти результаты это предварительные. После того, как мы получим все ответы из налоговой, соответственно, окончательные итоги будут подведены только после этого. Теперь покажите самый конец. Он не перейдет сейчас к Вот смотрите, значит, у нас общая сумма предоставляемых субсидий получается, вот по крайней мере предварительно на данный момент, 63 миллиона 337 тысяч. Вот. Остаток, который подлежит возврату в бюджет, 162 тысячи. Вот. Ну, из 63 тут 500 тысяч, 63 миллиона у нас федеральных средств, 500 тысяч это у нас... Нет, по бюджету зашел. А, да? Там все федеральные. Значит, все федеральные средства. Так, вот у нас, если вы помните, было такое условие, что прописано в федеральном приказе, что сумма, выделяемая заявителем, работающим в сфере торговли, не может превышать 10% от общей суммы. Общая сумма у нас была 70 миллионов, выделяемая на гранты. Да? Из 70 миллионов 10% идет, еще раз я напоминаю, да, 10% идет на муниципальные программы поддержки предпринимательства, то есть 7 миллионов, поэтому у нас остается 63 миллиона. И не более 10% может направляться на организации, работающие в сфере торговли. То есть тоже не больше 7 миллионов. Вот у нас эта сумма 7 миллионов. Получается, что вот 6,5 и меньше на данный момент. Значит, кого-то из этих можно еще добавлять. Да? Одного еще можно добавить из торговли. Кто первый, подними выше. Вот везде, где торговая организация, там прописано в примечаниях, что это организация, действующая в сфере торговли. Выше подними. Так, вот смотрите. Так. Где торговая, ниже. Есть. Вот, да? Список можно сначала, кто выбрал, список отчета до этого? Нет, список мы дадим, да, но это же предварительно. Когда будет остальные ответы? Вот смотрите, то есть суть в чем, вот по торговле, подними выше, Леша. Еще, да, можно? Нет, этого придется вычесть, подожди. Последний, кто здесь у нас в списке? Вот. Вот это выбираем. Нули это кому не дали, да? Нули это на которых уже денег не хватило. Не хватило. Давайте всем уменьшим, чтобы всем хватило. Ни в коем случае. Почему? Категорически. Я тоже против, категорически чтобы хоть на копейку уменьшать сумму. Нет, Стоит сумма 300 тысяч 300 рублей. тысяч Я рублей. категорически против, чтобы уменьшать Какая сумму. разница между 200 или 300? Большая разница. коллеги, вот еще раз просто вам показываю, да? Вот, например, торговля, да? Выше подними, Леша, где там торговая организация. Вот видите, вперемешку идут, да, нули. То есть идет 300, 300, 300 вперемешку нули. Это те организации, которые уже были торговые, ну, которые в эти 10% не попали. Там же вроде по торговле еще резерв есть, нет? Нет, даже нет. Мы добавили эту одну организацию, которая была уже. Вот смотрите, вот здесь вот такой момент произошел. Вычеркнули. Там добавили. Нет, все нормально здесь, да. Все
Должно быть ровно 63. 7 миллионов это 7 миллионов. Подожди. Ну понятно, сейчас с этим разберемся. Счет тогда Тогда двух надо еще удалить. Вот, в общем, вот такая ситуация, это предварительный список. Сейчас нам надо тогда принять решение, во-первых, будем ли мы сокращать субсидии. Нет. Давайте сразу решим, на голосование вынесем, поскольку это коллегиальное такое тоже решение. То есть кто-то, кто возражает против того, чтобы оставить суммы в том виде, в котором мы... А эти субсидии уже не сокращены куда? Просто если сейчас ответ получится... Нет, вообще по положению я имею в виду. Нет, по положению максимум 300 тысяч. Комиссия имеет право пропорционально всем сократить до 30%. Да нет, зачем? Не, просто сейчас мы получим ответы с налоговой, то что там у них задолженность есть какая-то. Нет, но это не влияет на сокращение или не сокращение. Это другой вопрос. Да, поэтому мы давайте по сокращению пока решим. Да, наверное, не стоит ничего сокращать. Все за то, чтобы оставить сумму. В принципе, довольно-таки щадяще было. Если у нас по социалке было там 1 из 6 получил фактически. Большая половина получила. Принято единогласно. Что не сокращается. Да, я тоже получил. Голосуем, да? На самом деле, да, здесь еще есть такой момент, что по некоторым организациям были абсолютно отрицательные отзывы и комиссии, и как бы вообще в принципе как бы эти организации не то, что просто не понравились, а были просто претензии и к деятельности, и к подготовке, и ко всем прочим. Если мы сейчас начнем сокращать с тем, чтобы охватить всех, то попадут просто организации, которые в принципе не должны были получать никакие. И вводить его. Поэтому этот вопрос... Ну они на последнем месте, предпоследнем. Ящики купили. Да не только они покупали, ящики все покупали. И эти тоже. Но у них Я не получили. А почему почему мы не хотим сокращать? Тимур, ну мы же уже приняли решение. Сейчас Вы приняли? Конечно. Только что мы голосовали уже. Конечно. Один против. Кто? Ты против, Тимур? Я вообще не слышал, что вопрос на голосование. Давай повторим еще раз. Нет, просто мне интересно, чем мотивировано то, что мы не всем даем, а вот да. А всем все равно денег не хватит. Тимур, все равно останутся деньги. Если мы сократим, хватит всем? Не хватит. А с каких хватит? Не знаю. Ну, смысл какой сейчас, Тимур? Мы уже проголосовали, все сказали, все высказали за то, что... Они меня не понял, я вас заведу. Давай еще раз на голосование. Нет, просто... Кто за то, чтобы оставить суммы в том виде, в котором есть? Понял. Кто за то, чтобы оставить суммы в котором? ЦАМАС. А тут... Что? Кто за то, чтобы оставить суммы без сокращения? Конкурс гораздо более щадящий, чем по социалке у нас получается. Просто речь о том, что если в конкурсе 1 к 2 человек не смог пройти в конкурсе 1 к 2, да, то Здесь меньше, чем 1 к 2 у нас. Да, даже меньше. А по социалке у нас из 82 получили 15. Сейчас я Руслан звонил, попросил довести до сведения комиссии. Он в налоговой такой, видать, по этим вопросам интересовался. Ему сказали такой момент. Слышишь? Кто? Руслан. Акалаев. Да. Что у него есть задолженность налог на землю, по-моему, транспорт и что-то еще. У Руслана самого. Обязанность к оплате 20 какого-то ноября. То есть налог, задолженность есть, но оплачивать он должен только в конце ноября. Это попадут с этими запросами. Да, это подстава. То есть эти люди потом пойдут в суд, и они выиграют. Да. Ну, большая часть из них. Понятно. Люди пойдут в суд, люди пойдут в суд и выиграют. Хорошо. А денег-то не будет. Если мы сейчас примем решение
Принять. Тогда это что будет? поспешное может быть решение. Тогда в суд пройдут правоохранительные органы. Почему он пойдет? Суд сама. Ну как почему? На основании чего вы принимаете решение, если Там формальный официальный документ, формальный признак? Смотрите, На каком основании? какой вообще бред получается? Действительно, у человека может быть обязанность оплате там, да, такого-то числа. Ну это задолженность, его никто не трогает, пеня на него зачисляется и тому подобное. Причем это оплата по физлицу. Вы своего Минэка можете разъяснение попросить по этому вопросу? Сейчас он выйдет. Может быть, в этом контексте и есть целесообразность делить задолженность индивидуального предпринимателя и физического лица? Вот в таком контексте. Решили поделить. Конечно. До сих пор уже практика, это же не первый раз сейчас. Это практика была таким уголовных дел. Эту практику нет, уголовного ни одного дела не было и ни одного судебного иска не было в связи с этим. Подавали просто, сейчас подадут. Потому что сейчас мы всех обзвоним, скажем, подавайте в суд на министерство. А при чем министерство? А как? А кто отказывает? Комиссия. Комиссия не является. Решение принимают, нет, решение будет стоять. На выдаче или не выдаче? Нет, это средства выдали или не выдали. Решение об отказе или об одобрении. Решение принимает у вас министр. Мы не согласны. Давайте с этим разбираться. Надо детально. Скажите свою позицию. Не, я-то свою позицию высказал, знаешь, просто по какой одной причине. Человек, если свои обязательства перед государством не выполняет, как физлицо, как вот налогоплательщик, да, то есть он приходит в государство, свои обязательства выполнять, а сам хочет у государства получить деньги. Не, ну тут видишь, какой нюанс возник, что срок исполнения обязательств позже, чем это по нему такой... А мы здесь не знаем, какая ситуация. Вот именно, это мы сейчас его пример берем и по его примеру... Нет, так, у всех, сколько их там, у каждого может быть разная ситуация. Я из-за этого и говорю. Человек, как ИП, когда подавал сюда документы, искренне и резонно думал, что у него нет задолженности, он ИП создал только там месяц назад. Что он думал, это его тоже проблема. Предприниматель деятельность осуществляет свой штраф лица. Все, его думки это... Нет, но тут другой нюанс, сейчас не с этим связано. Видишь, со сроком исполнения обязательств. А что это дает? Срок? Срок что дает? А это как что дает? Это значит, что на момент подачи документов я никаких обязательств перед государством не несу. Вот так. Он должен 21 числа оплатить, до тех пор он не должен ничего государству. Тимур, подождите, пожалуйста. У вас в любом случае ответственность в данном случае на налоговой, а не на министерство. Почему министерство? Справку выдала налоговая. Министерство принимает решение, вернее комиссия, на основании документов. Давайте решение по ним отложим. Тут нужно разбираться. А как по ним решение откладывать? Нет, тут есть еще какой момент. Есть определенный срок установленный для ответов на обращение. Этот срок составляет 20 дней рабочих. Этот срок уже истек. То есть людям надо решение уже озвучить. Если мы сейчас начнем разбирательство с налоговыми... А вот с тем, кто... Это эти люди получат ответ через месяц еще. Нет, если мы уже... По желтеньким придут ответы. Там же не написано на 10 дней, пропустили на 5. Все, ну в любом случае, давайте тогда, чтобы это бесконечная у нас тогда получится дискуссия сейчас. У нас пока предварительные в любом случае итоги. Решение о том, что мы субсидии сокращаем, мы уже приняли. Давайте дождемся ответов по оставшимся заявителям, по которым еще и соберемся просто тогда еще раз, и заодно мы проведем какие-то переговоры с налоговой, попробуем уточнить вот этот момент, нюанс. Да я думаю, что это не вы должны. Но есть второй момент. Налоговые переговоры вести, да, если человек не утверждает, что у него нет никакой задолженности, то он должен разбираться с налоговой. С другой стороны, у нас в комиссию, причем представители официально налоговой, которые по идее сейчас объяснить целая должны, комиссия будет и по всем этим ходить и за них за всех разбираться. Да, нет, еще есть какой нюанс, второй момент. Даже если выявятся вот эти факты, да, что, вот, допустим, Шанаев Марат Таймуразович имеет задолженность, допустим, по транспортному налогу, не имеющему отношения к ИП. Даст ли налоговая справку, что у него нет задолженности? Если она нам даст такую справку, если она нам не даст такую справку, то по формальному признаку мы не имеем права ее пропускать. Есть юристы в комиссии? Правильно я говорю? Может не правильно. Тогда что? Что тогда ничего не поменяется, а то, что мы выясним, на что это задолженность, транспорт, этого ничего не поменяется. Это тогда надо с руководством налоговой проводить беседу, если они нам дадут справку. Здесь законодательство, федеральное налоговое запрашивает. Нет, факт остается фактом. Там гербовая печать федеральной службы.
А это требование, оно требование не придуманное министерством. Это федеральное, это требование федерального законодательства. Заявитель имеет право. Поэтому что мы тогда решаем? Нет, если есть... Дождемся ответа налоговая. Если налоговая ошиблась и даст другую справку предпринимателям, то есть их известить, чтобы они уточнили и так Давай, далее. знаешь как, вот, собираемся мы, когда мы получим оставшиеся ответы на справки, запросы, когда получаете, тогда мы собираемся и принимаем а до тех окончательное пор у решение. этих людей есть время, пусть они разбираются Пусть с сами налоговой, с кем разбираются хотят, сами. пусть разбираются. Так, ну давайте примем. Вот смотрите, сейчас вот у нас что происходит. Мы сейчас решение не принимаем по итогу. Нет, конечно, потому что у нас еще порядка 20 Вот заявителей, нам желтые и по синие, которым да? нет, по синие это вот пришли ответы. Синие вот эти, нам нужны желтые. Желтые, которые еще, по которым Пока нет желтые ответа. не придут, мы не делаем дальше. Давайте желтым позвоним, скажем, решайте свои вопросы. Давайте. Да. Есть такая возможность. Пускай они сами придут. Не, пусть и синие выясняют, если они считают, что они правы в чем-то, пусть они выясняют Нет, свои. ну там еще такой момент, Специальный там запрос еще... направлен на налоговый будет. Феликс, вопрос такой, вот по Шанаеву вопрос в том, что он до момента регистрации вот, индивидуального предпринимателя, да, он говорит, я уже заплатил налог, то есть у меня налогов не было. И он, насколько я понял, у него есть такая справка на руках. Ну, я так Чеки понял. есть. Он Да. не Нет, у справку него говорит чек. мне в налоговой Нет, не чеки будет, нас а не он интересуют. будет Нам квитанция. нужна А справка из налоговой налоговой. ему сказали, что справка ему не нужна, поскольку все равно будет отсюда идти запрос. Нет, а на запрос они А нам на ответили, запрос что у они него есть. отвечают, что у него есть дом. Нет, мы сами Нет, вот я согласен с Тимуром. Давайте мы всех известим. Известим, да. Они, если они не согласны с этим решением налога, пусть идут в налоговую и принесут нам другую справку. Потому что все можно измениться. Он туда покажет чек, и ему сразу справку эту выдадут. И на следующем заседании, когда у нас будут все справки, мы тогда примем окончательное решение. Все, спасибо тогда. Не, а тут справки от какого числа? Справки будут актуальны. Вы же запрос направили Именно после тем того, как числом. документы приняли. Именно тем числом. Нет, справки они в любом случае поддаются на момент подачи документов. Нет, как на момент Феликс? Что на какое число? На момент подачи документов за должность нас интересует. Не на сегодняшний день. А справка вот каким числом? Справка может быть любым числом. Да, все Нет, запрос мы формулировали на момент подачи. Там в запросе, Правильно. в запросе возле каждого заявителя прописана дата. Что на такую-то дату была задолженность. Я думал, Да, они пишут по состоянию на 17 октября. да, пусть он пойдет, разбирается со своей квитанцией, что Да, если это ошибка налоговая, пусть они получают справку, как надо. Да, там все. Да, по состоянию на число они пишут. Все, тогда спасибо большое. До встречи следующей. Да, спасибо. Когда что?